Друзья, я вас всех приветствую, ассаляму алейкум, меня зовут Артем, и я приехал в Ингушетию по приглашению моих друзей и подписчиков, чтобы поздравить всех с праздником Уразы-Байрам, а также с Мархаш. Мархаш, так звучит праздник на ингушском языке. И еще раз я хотел бы поздравить всех моих подписчиков-мусульман с окончанием поста Рамадан и с праздником Уразы-Байрам. Пожелать всем счастья, здоровья, стабильности и, самое главное, справедливости, света и добра в вашем доме. Но я буду рассказывать про основные традиции и обычаи этого замечательного светлого праздника. Поэтому, если вам интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие выпуски. И никуда не уходите, чтобы не пропустить все самое интересное. Досмотрите это видео до конца. Как я уже сказал, в республике Ингушетия Мархаш, он же праздник Уразы-Байрам, празднуется ровно 3 дня. Вот я сейчас здесь нахожусь в простой и обычной повседневной одежде, но вот в такой одежде ингуши не празднуют праздник. Они надевают на себя самую лучшую одежду. Парни, как правило, красивые классические костюмы, а девушки шикарные платья. Вот и я надел классический костюм и вместе со своими друзьями-ингушами, с его семьей, отправился поздравлять с праздником Мархаш. В первый день по ингушским традициям и обычаям мужчины-ингуши приезжают на свои родовые кладбища. Я нахожусь на кладбище в Мочьюрт, Базоркино, именно так это село называлось до депортации ингушей, со своей родной колыбели. Сегодня это село после депортации называется Чермен. На родовое кладбище моего друга, где похоронена его мама, которая меня пригласила в гости, благодаря которой я стал так много говорить про Ингушетию и в целом с ней познакомился. Это ее могила. Вот, ее звали Евлоева Зида Бамат-Гири. Вот, умерла она 22 сентября 2020 года. Его мама тоже была в депортации вместе с отцом. Здесь же похоронен его отец. Вот. И здесь мужчины совершают и делают, читают молитвы. Вижу мужчин с Кораном, читают Коран. Это самое главное, что должен сделать каждый ингуш в этот светлый праздник. Приехать на свое родовое кладбище. Очень красивое место. Видите? Здесь цветы сами по себе растут, вот эти желтенькие. Никто их здесь не садил, само по себе так. Ухоженное кладбище, очень красивое. Здесь на кладбище установлен камень памяти всем погибшим на чужбине в период сталинских репрессий в 1944-1957 год. И, кстати, многие здесь также похоронены. И это очень-очень-очень старое кладбище. Здесь есть могилы, датируемые 1845 годом. Поэтому я говорю, это колыбель всех ингушей, потому что именно это кладбище доказывает, что эти земли исконно ингушские. Эти исторические исконно ингушские земли, где находится кладбище в пригородном районе, как я уже сказал, находится в селе Чермен. Но ранее это село называлось Базоркино. И я пришел в место, где похоронены Базоркины. И меня привлекла одна могила очень значимого ингуша, который здесь покоится с миром. Это Базоркин Бунхо Байсагурович. Здесь написано, что он достойный сын своего народа и был первым генералом-ингушом. Если говорить немножечко в деталях, то он был военным Российской империи, генералом-майором русской императорской армии. Это правда, это не выдумано. Это так, чтобы вы имели представление, что среди ингушей всегда были и
и всегда будут мужественные, честные и, самое главное, любящие не только свою малую родину Ингушетию, но и всю Россию. Именно поэтому я так много говорю про справедливость, которую нужно восстановить по отношению ко всему ингушскому народу. Потому что вы видите, какие люди стояли за нашу с вами страну, за нашу с вами историю. Не только за ингушскую, но и за российскую. И многие отдали свои жизни. А их потом, через некоторое время, объявили предателями России. Потому что кому-то ингуши снова мешали жить. И даже мертвым здесь мешают покоиться с миром. Каждый раз отжимают здесь земли. И ингуши не могут подхоранивать здесь людей. Вот это обидно и грустно. Здесь, около могил Базоркиных, находятся вот такие вот древние надгробные камни. И у них очень грустная история. Потому что когда ингушей депортировали с их родных исторических земель в Среднюю Азию, в основном в Казахстан, решили ликвидировать всю историю Ингушетии и в целом целого народа ингушей. И стали разорять кладбища. А вот такие вот надгробные камни стали использовать как строительный материал. Делать из них фундаменты, дороги, мосты. Кстати, у меня есть один такой ролик в 2019 году. Я снял про мост, который сделан из ингушских надгробных камней. И, кстати, до сих пор эти камни не изъяли из этого моста. Хотя сколько раз я просил. В знак уважения, солидарности и так далее. Поэтому это не все исторические надгробные камни ингушей. Это только малая часть, которую вернули на их положенное место. А дальше я вместе со своими друзьями отправился к их близким родственникам, чтобы поздравить с праздником. Конфеты рассыпали. Собирались, беги. Ничего. Мархаш в Республике Ингушетия – один из самых любимых праздников у молодежи и детей. В этот день дети приходят абсолютно в любой двор, чтобы поздравить с праздником. А взамен на поздравления взрослые им дают конфеты. Рассказывайте, зачем вы пришли? Чтобы собирать конфеты. Конфеты? Праздник сегодня? Да. Вот с праздником вас. Много дают конфет вам? Да. Хороших? Да. Вкусных. Вкусных? Это самое главное. Абсолютно в каждом ингушском доме и в любой ингушской семье я заметил красиво накрытый праздничный стол. Неважно какого социального статуса семья, в эти праздничные дни стол накрывается всем самым лучшим и вкусным. Друзья, а теперь я хотел бы более подробно рассказать, что бывает на праздничном ингушском столе во время празднования Мархаш в каждой семье. Начну я с национального блюда сразу, со сладкого. Это ингушская халва. Вот так она выглядит. Это пахлава. Делается с грецким орехом. Это конина. Это баранина мясо. Ну, это котлеты. Также есть курица, индейка. И вот у всех есть ляжка баранья запеченная. Овощи, фрукты, салаты. Также разные тортики. Такой красивый, вкусный стол в каждой ингушской семье. На второй день праздника у ингушей принято приходить с поздравлением к друзьям, к знакомым, коллегам по работе, к товарищам по службе и учебе. И я стал не исключением и решил поехать в гости к Исе Аюповичу Кадзоеву, чтобы поздравить его и всю его большую семью со светлым праздником Мархаш. Друзья, я вновь нахожусь в гостях у Исы Аюповича Кадзоева. Могу смело назвать его моим большим другом, благодаря которому я узнал очень многое про Ингушетию. Из его подарков в виде книг Иса Аюпович в первую очередь достойный, уважаемый ингуш, да и в целом уважаемый человек на всем Кавказе, писатель, поэт, прозаик, общественный и политический деятель и очень-очень замечательный и добродушный человек. Иса Аюпович, здравствуйте еще раз. Спасибо. Сидите. И в первую очередь я хотел бы вас поздравить с праздником Уразы Байрам Мархаш. И к вам я приехал, чтобы узнать про традиции и обычаи этого праздника. И в этот день, и не только в этот день, и в целом пожелать вам самое главное здоровья, вам, близким, родным, чтобы в этом доме никогда не
погас свет, чтобы было благополучие, чтобы вы жили долго-долго-долго-долго, и всех нас радовали и никуда не уходили, вы нам еще нужны. И самое главное, быть счастливыми. Иса Карипович, расскажите, пожалуйста, про то, как празднуется Мархаш. Большое спасибо за поздравления, за то, что вы оттуда приехали специально поздравить наш народ с этим праздником. Мархаш – наш главный праздник. Он очень светлый праздник. Это праздник религиозный, но ингушский народ придал ему еще и национальный колорит. Я думаю, что в этом ничего плохого нет, наоборот, это очень хорошо. Праздновали с тех пор, как мы стали мусульманами, мы празднуем вот это Мархаш, и каждый дом старается накрыть стол всем тем, что у него есть, по своим возможностям каждый, украсить этот стол, и чтобы гости, которые приходили, обязательно что-нибудь попробовали, или фрукты, или что. В общем, вот такой светлый, большой, дорогой праздник. Теперь... Я бы хотел вот спросить, что праздник у вас, как я узнал, длится 3 дня. Первый день вчера к вам приходили близкие родственники, да, друзья и поздравляли. Вот сегодня второй день. Вот, во второй день, получается, можно посещать друзей, знакомых, коллег по работе. Да, продолжается. Да. И вот мы с вами уже за кадром с Исой Аиповичем поговорили, но просто я хочу еще раз вот для моих подписчиков и зрителей, что я ничего не выдумываю, не придумываю, не мной эти обычаи написаны и придуманы. Вот сегодня, единственный раз в году, парень ингуш может прийти к девушке в гости с поздравлениями. И это считается обычаем у ингушей, древним обычаем. Да. И раньше вы, ваши девушки вышивали платки, ну, сегодня уже их можно купить, но кто-то, возможно, сохраняет этот обычай, эти платки дарили парням, которые приходили. Но ведь, вот расскажите, парни же одни не приходят, наедине с девушками они не встречаются. Поясните этот момент. Артем, в этот день не только можно, в этот день в каждом селе, на каждой улице, почти в каждый дом, тот парень, который хочет познакомиться с девушкой, приходит, и сегодня приходили, и будут приходить, пока вот эта земля стоит. Это было, будет, всегда так было. Где и как же знакомиться? Кроме как интернет, а мы порицаем это, хотя все продолжают это. Но было время, когда вот вы насчет платочков говорили. Например, вот эти платочки, они были 3 видов. Для старшего, например, вот старик какой-нибудь уважаемый, дядя по матери или дядя по отцу, или почетный старый человек приходил, это были строгие платочки. Там без никаких признаков, просто очень строгие, но очень красивые. Их складывали духами, напитывали, и, да. Вторые платки, например, вот вы пришли, другой, третий, четвертый пришел, просто познакомиться, пришел, поздравить, пришел, такие давали. Вот мне такие дарили. Да. А третьи платочки, вот те, которые
Их называли душевные платочки. Ага. Я эти платочки помню. Обязательно где-нибудь в уголке девушка давала знать, как она настроена к данному парню. И каким-то образом. Или цветочек, обычно цветок. Хармак по-нашему называется, роза. Роза. Если там контуры розы есть, то ты можешь заслать к этой девушке. Так было. Но сегодня вот это вышивание, оно уже из моды вышло. Но сейчас у нас в республике пытаются все это рукоделие возобновить. Я думаю, что это... Вон там стоит сумка. Мне прислали эти вышитые платочки. Прислали старому человеку с уважением, с поздравлением. Так что тот, кто пытается закрыть дорогу парня к сердцу девушки, он обречен на поражение. Сколько мир стоит, на любом уголке земного шара каким-то образом эти двое встречались. И мы, ингуши, не являемся такими людьми, которые против этого. Так что, Артем, обычай это был, И есть и будет. И завтра будет третий день. Завтра третий день женский. Да, вот почему женский? Меня спрашивали подписчики. Знаете почему? Не ингуши. 2 дня женщины обслуживают всех мужчин, которые поздравляют. А уже третий, им же тоже хочется. Вот третий день обычно был так. Сейчас это уже даже немножко уже и третий день иногда бывает, парни проводят. Но было время, когда третий день только женщины ходили. Поздравлять своих родственников, близких. Вот такое дело. Саюпович, есть у вас пожелания в эти светлые праздничные дни? Можете на своем родном языке обратиться к молодежи, да, к моим подписчикам. Есть. Мархуабалхалт, хига халумяли язель, дехка даста шараш баш дол. Дала беркат халшинца. Дальше высолож, дальше див дольше. Дикмелдер, хозмелдер, ценмелдер. Вей мехка халт, вей наха халт. Цумугуш билборш дал маршалот. Он хош дал маршалот. Лица бахкаш вей меха юхши цабезбол. Дикмелдер, диалогер дикмелдер халт шавезен. Большое спасибо вам за то, что вы предоставили возможность еще раз поздравить людей с праздником Уразы, разговения. Еще в свою очередь от всех своих подписчиков и зрителей я тоже хочу вас поздравить, потому что ингуши живут не только в России, да, не только в Ингушетии, везде по миру. Мне пишут, передают вам большой салам, желают вам здоровья, крепкого счастья, чтобы вы берегли себя, вас помнят, знают, уважают. Спасибо. Да. Артем, я еще хотел замечание одно сделать. Вот по поводу тех, которые говорят, что не надо идти к столу к девушке. Ага. Ой, проблема очень простая. Пусть сидит дома. Понятно? Сидите дома. Пусть сидит дома и не идет. Кто его заставляет? Правильно. Ну того, кто идет, ты его не остановишь. Правильно. Это мужской поступок. Ну, как мужчина. А любовь как остановить? Да, мир, сколько мир не живет, этим живет. Ага. Правильно. И еще я хотел бы, чтобы наша планета, Божья благодать на нее опустилась, чтобы везде был мир, чтобы оружие не гремело. Это очень... Пусть ваши слова услышит Бог Аллах. Алхамдулиллах, алхамдулиллах. Аминь.
чтобы так оно и было. Вам, Баркалов, большое спасибо за уделенное время. Просто я Ису Юповича задерживать не буду. Там вот уже ждут люди, хотят поздравить Ису с праздником. Мы не одни такие. Спасибо вам еще раз, что уделили время. Мы с вами еще обязательно увидимся. Да, мало, да, мало. Друзья, вы знаете, некоторые мои подписчики и зрители раскритиковали меня за то, что я рассказал про обычай, что парень-ингуш один раз в году на праздник Мархаш может заглянуть в гости к понравившейся ему девушке. Именно по этой причине после празднования Мархаш в Ингушетии свадьба за свадьбой. Чуть ли не каждое воскресенье по нескольким свадьбам. Потому что если бы не этот праздник, то столько бы свадеб не было. Именно так здесь парень знакомится с девушкой. За что меня раскритиковали? Типа, этот обычай, он противоречит исламу. Что нельзя мужчинам-ингушам, мусульманам приходить к чужим, в общем, женщинам и девушкам. Но на самом деле это, с моей точки зрения, полная ерунда, потому что я присутствовал на таком обычае позавчера, на второй день праздника, и ничего там пошлого, зазорного я не заметил. Во-первых, девушка присутствовала в компании со своим родным братом, который бросил все дела и, соответственно, приехал с ней. Девушка от нас, от стола, можно сказать, в целом, находилась на расстоянии почти что реально, вытянутой руки 1 метра. Единственное, что она нам налила чай. То есть 3 чашки чая. И на этом все. И общалась, тому парню, которому она приглянулась, он задавал ей вопросы. Где-то мы находились около 10-15 минут, не больше. Девушка была одета прилично. А изначально нас сначала встретила ее тетя, которая проводила нас в дом и так далее. Просто у меня возникает вопрос к таким людям, кто против такого обычая. Скажите тогда, если на этот праздник в домах остаются только женщины и девушки, а мужчины уезжают поздравлять своих родственников там, на машинах и так далее, то получается, что абсолютно любой женщине и девушке нужно закрыть свои ворота дома и сидеть дома и никого не запускать, потому что с поздравлениями, как правило, приезжают мужчины. Там парни, я не знаю, кто-то, да, родственники, это понятно, но кто-то такие, как я, как гость. Меня же не могли оставить дома. И не могли, потому что в доме находилась жена моего друга. Получается, тоже неправильно. Так. Поэтому я поехал с ним и с его сыновьями. Но я приходил в дом, где нас встречали женщины, чьи-то матеря, да, там сестры, и дочери, девушки. И тоже все были прилично одеты. Никаких-то там пошлых мыслей, еще чего-то не было. В чем вообще проблема? Я не понимаю. По-моему, это прекрасный обычай, после которого, как я уже сказал, происходят свадьбы и появляются семьи, а потом рождаются дети. И вас становится все больше и больше. А это большой плюс, а не минус. Если Богу, Аллаху так угодно, значит, это все правильно. Не нужно у ингушей, на мой взгляд, отнимать уже последние их праздники. А то уже начались запреты. Новый год харам, танцы лезгинка харам, музыка в машине или где-то еще харам. Теперь у нас уже и Мархаш превращается потихонечку в харам. И что тогда в Ингушетии будет в таком случае? Я знаю, что у арабов тоже есть свои собственные традиции и обычаи на праздник Уразы-Байрам. В Саудии свои обычаи и традиции. У каждого мусульманского народа, помимо основного празднования, есть свои обычаи и традиции, которые они придерживаются. И да, возможно, некоторые из них противоречат исламу. Но я не заметил, еще раз повторюсь, никакой пошлости в этом обычае. Все настолько на высшем ингушском уровне, не знаю с чего люди решили, что там кто-то себе позволяет вольности. Да, если кто-то себе позволит вольность, то любая девушка или женщина нажмет вот эту кнопку, потому что у каждого в руке телефон. И позвонит либо своему мужу, либо брату.
либо, я не знаю, еще какому-нибудь дяде, там, близкому родственнику мужчине. И он тут же приедет и поставит на место, кто руки там распускает, либо язык свой лишний раз распустил. Вот и все. Поэтому прекрасные обычаи. И, пожалуйста, давайте мы с вами будем все-таки разделять. Я христианин по своей религии, да, русский по своей национальности, как вы знаете. Я признаю ислам, я уважаю всех мусульман. Я не отрицаю существование, да, в те времена пророка Мухаммеда, мир ему, был такой пророк. И у нас Бог един. Так давайте дружить, давайте искать общие точки соприкосновения, а не отдаляться и разделяться. Надеюсь, вы меня правильно поймете. Я думаю, что вам интересно, что лежит в этой красивой коробочке. Это мне подарила семья, одна очень для меня близкая и уважаемая. Дружу с Магомедом. Еще раз большое ему баркал, спасибо, Сахал. В такой коробочке красивой, как правило, лежит либо платок, вот такой красивый мне подарили. Так принято дарить. И носки. Вот. Ну, знаете, смех смехом, но на самом деле вот носки — это очень важный подарок, особенно для мужчин. Их постоянно не хватает. И про обычай, да, именно про платок, именно про девушек, которые когда-то в древние времена, когда ингуши жили в башнях, да, своих родовых, девушки не покупали эти платки у кого-то, да, они сами вышивали. Но про это вы уже услышали, все рассказал Иса Аюпович Кадзоев. Ну, я стал не исключением, и, конечно же, подарили на память. Вот. Конечно, платком я буду также пользоваться, как и носками, но вот коробочку я сохраню на долгую память. Видимо, друг мой знает, что я собираю, коллекционирую все, что касается Ингушетии, и решил выделиться и вот подарить из дерева, я не знаю, с чего это сделано, такую упаковку для подарка. Как зовут тебя? Саид. А тебя? Муслим. А тебя? Гарар. Поздравляйте свой народ с прошлым уже праздником. Очень весело было собирать конфеты. Да. И долго было, и уставали всегда. Устали собирать конфеты? Много собрали? Да. Уже целый пакет большой. Да. Поздравляйте с праздником. Поздравляю. Поздравляем. Здесь живете? Здесь живете? Да? Да, это знаю, это Муслим, это Беляжин. Я не Беляш. Да? Белящие. А ты кто? Меня не снимай. Вот это себе. Он не хочет. Вот такой вот он, праздник Мархаш. Но если вам понравился этот выпуск, то обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий выпуск. Меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Увидимся. Берегите себя.